Сейчас напомним о себе. В этом году национальному телеканалу Ингушетия исполняется 6 лет. Свое вещание мы начали 27 августа. Наряду с телевизионщиками трудится и сплоченный коллектив радищиков. Их работа не окрашена визуальными эффектами. Все, на что можно рассчитывать, это голос и здоровая уверенность. Религия, спорт, культура, развлечения, туризм. Тем для радиопрограмм много. В студию прямого эфира приходят гости из самых разных сфер деятельности. Им есть что рассказать слушателям. О волне 88,8 FM. Ирина Цичоева. Радиостудия номер 1. Именно здесь проходят самые важные программы национального радио. Врачи, педагоги, спортсмены, музыканты, люди самых разных профессий становятся участниками программ. Ежедневно на волнах 88,8 FM выходят в прямом эфире интерактивы, говорят о злободневных темах. Завоевать любовь своего зрителя радищикам намного сложнее, чем нам, корреспондентам, работающим на экране. Тем не менее, сотрудники национального каждое утро заряжают хорошим настроением и важной информацией своих слушателей. Прямо сейчас в прямом эфире интерактив со специалистом из управления Роспотребнадзора по Ингушетии. Говорят о защите прав потребителей. Во второй части нашей передачи мы поговорим о том, как защитить свои права, если вы столкнулись с некачественным оказанием услуг в, скажем так, общественного питания, в столовых, в кафе, в ресторанах. Куда обратиться в случае нарушения прав? Что делать, если блюдо в ресторане не понравилось? Или творог в магазине не первой свежести? Темы для обсуждения предлагают сами жители республики, а ведущие раскрывают их более подробно. Милана Манкиева работать в прямом эфире уже привыкла. На радио она больше года. За это время заслужила любовь своего зрителя и уважение коллег по цеху. Каждый час у нас идет новостной блок, новости на русском языке, новости на ингушском языке. У нас также есть рубрика «Спортивные новости», но она идет в рамках утреннего эфира. Также помимо живых интерактивов у нас есть передачи еще на ингушском языке, да, предназначенные для более взрослого поколения. Это «Галгай Адатыш», ингушский час еще передача идет. Но и также национальная музыка. У всех любителей национального колорита, национальной музыки, фольклора. Добро пожаловать в 88,8 FM. Слушайте, мы работаем для вас. В эфир национального радио выходят программы, направленные на духовно-нравственное развитие. Богослов Ахмед Тангиев до своих слушателей доводит аяты из суры Священного Корана. Ведущие понимают, что в программах духовно-нравственного направления просто нет права на ошибку. Стараюсь и надеюсь, что я донесу до людей правильное понимание определенного аята со смыслом, чтобы люди знали, о чем конкретно говорится в этом аяте. Радищики национального каждый день стремятся завоевать своего слушателя, готовить интересные материалы как для молодежи, так и для взрослого населения. Вещание ведется на русском и ингушском языках. Особое внимание уделяют темам, связанным с безопасностью дорожного движения с точки зрения религии, развития человеческих отношений, наших адатов и обычаев. Совсем недавно начало тестовое вещание радио «Унгушт», где слушатели получают религиозную информацию. передачи на хапейду хуболже ханиалчи дукна хахац куратар суртаж айташ сарма анхацтах азрасталковат тидалыштан шкета болыштан пейдли хугылжи что ахабихнаха тхаведусиже дишанахбы. Тем временем радищики готовят очередную порцию информации, заполняя сетку вещания, чтобы слушатели нашего радио всегда были в курсе событий и фактов. Ирина Цичоева, Асхаб Билакиев, Новости 24.